Правительство просто обязано наказать, иначе это уже не правоохранительные органы. Подписывайтесь на обновления, будете в курсе всего самого важного. Жительница Худжанда Шахло Давлатова утверждает, что следователь городского ОМВД Дилмурод Шадизада требовал взятки в размере 30 тысяч долларов, обещав взамен прекратить разбирательство по делу о незаконной валютной операции. Женщина заявляет также, что следователь изнасиловал ее прямо в рабочем кабинете. Дилмурод Шадизада отвергает обвинение в вымогательстве и изнасиловании. В конце прошлого года Шахло Давлатова была задержана и приговорена к 4 годам лишения свободы за незаконные валютные операции. Исполнение приговора отсрочено на 4 года из-за наличия у женщины малолетнего ребенка. Ребенку Шахло Давлатовой сейчас 4 года. Шахло Давлатова занималась тем, что покупала у строительных компаний Худжанда полуготовые квартиры и продавала их после ремонта. Она утверждает, что купля-продажа осуществлялась только в национальной валюте. Женщина была задержана 30 ноября 2022 года, в то время как, по ее словам, местный житель Абдували Бакизада возвращал ей долг в размере 9800 долларов. По словам Шахло Давлатовой, следователь ОМВД города Худжанд Дилмурод Шадизада, которому было поручено вести ее дело, требовал взятку в размере 30 тысяч долларов, обещав взамен прекратить разбирательство по делу. «Я сказала, что не могу достать такую сумму, находясь под стражей. Следователь отменил подписку о невыезде, но мне, несмотря на все мои старания, не удалось собрать у друзей и у знакомых 30 тысяч долларов наличными. Я сказала следователю, что могу переписать на его имя двухкомнатную квартиру. Он не согласился, сказав, что о взятке в виде квартиры очень скоро всем станет известно, и потребовал принести 30 тысяч долларов наличными», рассказала Шахло Давлатова в телефонном разговоре. О вымогательстве женщина написала в письме на имя президента Таджикистана и других высокопоставленных чиновников. «Я написала заявление о вымогательстве взятки в прокуратуру Сагдийской области. Об этом стало известно Шадизада, и вскоре к предыдущему обвинению были добавлены новые: нарушение неприкосновенности жилища и воспрепятствование осуществлению правосудия. Мне не разрешали видеться с адвокатом. Дилмурод Шадизада по-прежнему настаивал, чтобы я передала ему 30 тысяч долларов, и однажды он изнасиловал меня прямо в рабочем кабинете», рассказывает Шахло Давлатова. Дилмурод Шадизада, следователь ОМВД по городу Худжанд, в телефонном разговоре подтвердил, что вел дело Шахло Давлатовой, но отверг обвинения в вымогательстве взятки и изнасилования подследственной. «Да, я вел дело Шахло Давлатовой. Что касается вымогательства, взятки и изнасилования, то все это неправда. Если у нее имеются доказательства, пусть обращается в соответствующие структуры. Я готов ответить за свои поступки», заявил следователь и поспешил попрощаться. «Извините, но я занят. Если у вас есть другие вопросы, вышлите их в письменном виде». Худжандский городской суд приговорил Шахло Давлатову к 4 годам лишения свободы и назначил ей штраф в размере 47 330 самани. Шахло Давлатова отправила письмо в ряд государственных структур, в том числе в исполнительный аппарат президента Таджикистана, и попросила рассмотреть правомерность действий Шадизада в ходе следствия и наказать его за вымогательство и изнасилование. СМИ последние годы писали о пытках и жестоком обращении в застенках того или иного ОМВД в Таджикистане. В прошлом месяце житель Рашского района пожаловался в местную прокуратуру на сотрудников милиции, которые, по его словам, во время допроса потребовали у его сына признаться в совершении преступления или снять штаны. Правозащитники в качестве основных рекомендаций для предотвращения пыток и жестокого обращения указывают на необходимость соблюдения законодательных требований к задержанным, своевременное оформление их документов, медицинского осмотра и тщательной диагностики в случае жалоб на здоровье с их стороны. Как вы думаете, кто врет в этой ситуации? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!